Маленький остров лежит у выхода реки Невы из бескрайнего Ладожского озера. Там, на холодных камнях, воздвигнуты неприступные стены Шлиссельбургской крепости, построенной в 1719 году Петром I. Мрачный замок этот многие годы служил самой страшной российской тюрьмой, в недрах которой человеческие судьбы скрывались безвозвратно и исчезали без следа. Недаром с давних пор это место называлось островом мертвых. Мало кто выходил отсюда живым. 15 октября 1791 года секретным рескриптом Екатерины II шейх Мансур, как бунтовщик и государственный преступник, был приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба империи. В тот же день Ушурму передали распоряжение Михаила Колюбакина. Его разместили в номере 11. Итак, мы находимся в Шлиссельбургской крепости. Передо мной стоит научный сотрудник Юлия Дьякова, которая давным-давно работает. Если я правильно понимаю, позади нас это казармы. Это казарма, да, или казармы, потому что здание казарменного корпуса состояло из нескольких помещений. Каждая называлась казарма. И здесь именно содержались узники с начала XVIII века. И именно в одном из этих помещений казарм, которые... Вот почему в них содержались узники, вернее, почему их называли номерными, потому что в них узников содержали, да, и помещения пронумеровали, номерами называли, Петровские номерные казармы с XVIII века. Это здание так называется, хотя изначально здание строилось для размещения гарнизона крепостного. Конечно, для начала XVIII века это было совершенно грандиознейшее каменное строение. Но так как Северная война шла успешно, и помещения казармы пустовали, а крепость постепенно теряла свое военное значение, ее стали использовать как место заключения. И вот в одном из помещений казарм и находился в заключении шейх Мансур. Шейх Мансур, так в документе этот узник зовется. Вот здесь было помещение, в котором находился шейх Мансур. Все 3 года он находился. Камера его носила номер 11, то есть в нижнем помещении номерных казарм, в камере номер 11. Казарма очень сильно разрушена, но вот эти 2 окна казарменных сохранились. То есть мы с вами можем посмотреть, что именно вот через это нижнее окно шейх Мансур, ну, если угодно, мог немного видеть вольную волю вокруг. Хотя, конечно, окна были затянуты стеклами белого вида, то есть были полупрозрачные окна, свет в камеру проникал затемненный. И мы сейчас, знаете, что еще не видим? Мы видим вот только остатки фасада казарм. Они были очень сильно разрушены в годы Великой Отечественной войны. С левого берега немцы обстреливали крепости, и казармы очень сильно пострадали. А в XVIII веке вот сюда во двор еще смотрела открытая каменная галерея, напоминающая галереи русских гостиных дворов. И вот камера, в том числе и шейха Мансура, она освещалась светом, который шел через через арку, вот эту вот открытую галерейную. Вот. И почему вот так называли остров мертвых потом? Потому что узники в основном не выходили отсюда, а оставались в песках Шлиссельбурга, как написал в воспоминаниях один из них, Ювачев такой. Шейх Мансур вот своим внутренним огнем горел, да, его поддерживала энергия, веры, что ли, своей. Он, конечно, очень религиозный человек был. Он был религиозный человек. Очень, и свободолюбивый очень. Следующий вопрос. Момент прибытия шейха Мансура, когда его сюда привезли. Так. Я слышал, что до этого момента произошел такой случай. Один из караульных в Петербурге уже оскорбил его, задел его честь как-то, и в ответ ударом ножа он убил этого караульного. И после этого, вот сами подробно расскажите, пожалуйста, про этот случай. Действительно, шейх Мансур был переведен в Шлиссельбург на ужесточение условий содержания. Первоначально он в Петербурге содержался, и вот там, находясь в заключении, он убил часового солдата, офицера, который его охранял, по-моему, выхватив у него кинжал. То есть, конечно, он оружие как узник не имел. И вот этим ножом, выхватив его, убил офицера, и за что на него очень осерчала Екатерина II. Она ужесточила условия содержания узника и даже кандалы на него велела надеть и содержать в строгости, тайности, секретности. Выделила, как мы с вами недавно обсуждали,
25 рублей в кормовых в год. Это очень нещедрое содержание, питание на грани жизни и смерти. И вот тогда его перевели в Шлиссельбург на безысходное пребывание, передали коменданту Колюбакину. Содержался он, как мы с вами, давайте повторим, да, что он содержался в камере номер 11 на первом этаже Петровских номерных казарм. Шейх Мансур после заключения, находился он здесь в заключении, охрана писала, что усердно молился все это время, да, вероятно, скучал, конечно, и по свободе, и по родине, и душа его рвалась и на свободу. Но то ли действительно было это так, то ли, может быть, какая-то другая история произошла. Мы говорим то, что по документам знаем. Да. Вот в документах сказано, что узник умер от скоротечной чехотки после 3 лет заключения здесь, в Шлиссельбурге, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, да, то есть после 4 лет заключения в Шлиссельбургской крепости. Но дальше мы можем с вами что? Прочитать вот этот вот рапорт, да, Колюбакина, который говорил, что тело узника было из крепости вывезено. Он пишет, что водою вывезено. Это действительно так, потому что крепость стоит на острове, что надо было, да, конечно, вода кругом нас с вами, что надо было некое плавсредство, да, либо лодку, либо там какой-то небольшой корабль. В нее, видимо, было погружено тело. И у нас до сих пор на этом месте кладбище. Это Преображенская гора, это примерно вниз по течению реки Невы, может быть, 3 километра. Вот там оно было захоронено, на Преображенской горе. Шейх Мансур мог остаться в живых. Ведь многие люди, история же знает, что многие люди стоят перед выбором. Да? Можно предать ближнего и жить после этого, да? Можно написать донос и жить после этого. Можно избавить себя от каких-то испытаний и жить после этого. И кто-то действительно идет вот на это. Он принимает эти условия, он предает, он соглашается, он раскаивается, искренне или неискренне. А шейх Мансур выбрал вот такой вот путь. Он не отказался от своих убеждений, он не написал раскаяния, он не отрекся от веры от своей. И, конечно, он был уверен, что здесь, в Шлиссельбурге, он погибнет, как, собственно говоря, и случилось. Он был в заключении здесь всего 4 года. Шейх Мансур был достойным сыном своего народа. Но вот, к сожалению, место его захоронения неизвестно. То есть мы, конечно, можем сказать, что тело шейха Мансура было похоронено, как в этом документе говорится, что его вывезли из Шлиссельбурга и похоронили на Преображенской горе. Ну, во-первых, давайте посмотрим, откуда выносили. Вот единственный вход в крепость, главные крепостные ворота. И тогда крепость выглядела так. На башне входной был высокий шатер, венчал этот шатер ключ, как символ названия крепости. Шлиссельбург, это значит по-немецки ключ-город. Вероятнее всего тайно, то есть, значит, ночью тело шейха Мансура было вынесено через эти ворота. Дальше пристань была тоже с этой стороны, но немножко в другом месте. Его погрузили на лодку или на какое-то плавсредство. Что значит водою? По Неве, да, вниз. Вот это течение реки Невы. Мы с вами видим, как Нева здесь берет свое начало, вытекая из Ладожского озера. Она разбивается об Ореховый остров. Течение здесь очень бурное. Местами оно достигает 12 километров в час. Сказано в документе, что тело его тайно было погребено на Преображенской горе. Да, кладбище там до сих пор находится. Где у нас с вами находится Преображенская гора? Это примерно километра, может быть, 3,5 отсюда. Мы видим с вами корпуса Невского судостроительного завода, а дальше такой, массив лесной. Это не лес, конечно, да, это просто деревья, растущие на берегу реки Невы. Это и есть Преображенская гора, да. Несчастье, страх или покой связали тесно нас с тобой, а честь и дух всегда свободный и непокорно буйный, злой. Тебя хотели сломить, но ты не сломался. Тебя велели строго охранять, приказав к тебе не приближаться, в руки ничего не давать, чтобы ты никого не убил, как это написано в приказе караулу, который должен был тебя сопровождать в Шлиссельбургскую крепость. Вот настолько тебя боялись враги. А твои последователи чтили тебя и чтят, хранят память о тебе, и ты навсегда вошел в историю Кавказа, как настоящий герой. Да примет Всевышний твою шахаду, наш первый имам Кавказа.